это как раз халатность, та, которая без контроля на сегодняшний день в регионе существует. Я за эту, а как раз реформу. Ну, мебельщик это, кстати, хорошо, это неплохо, это отдельно, я об этом сообщу. Рано или поздно мы обо всем об этом узнаем, кто это делал, какие цели преследовали. Ведь я патриот, за индигирку могу это не только поспорить, если надо будет. Нам нужна сегодня не только государственная реформа, нам сегодня нужна реформа социально-экономического развития. Выбирайте меня, Ильдар Ханов, в будущем, в 2023 году. Владимир Юрьевич, 2023 год у нас начался с череды не очень приятных событий. С 1 января у нас остался без света микрорайон Сатал. Далее у нас было крупное отключение электроэнергии в 5 районах республики. Чуть без питьевой воды остались жители Тикси. И вот буквально вчера у нас был прорыв теплоцентрали в Мирном. Как вы думаете, с чем связаны вот эти события, при том, что вы год назад практически говорили о том, что нас это все и ожидает, все эти техногенные аварии? Город Якутск в начале января, прямо после праздников, останавливается целый микрорайон. По регламенту, по правилам, я уже об этом говорил, должны быть назначены ответственные лица, и неважно, чья это зона ответственности, чьи это сети, должно реагирование быть администрации города. То есть должен быть штаб собран, должны быть ответственные люди, которые собирают чрезвычайную комиссию, решают, чья зона ответственности, и, естественно, поступают сигналы. Здесь было упущенное время, поэтому такие были последствия. В прошлом году я говорил не только об этом, я говорил еще и о компетентности. Отсутствие компетентных лиц, которые отвечают непосредственно за те или иные техногенные или инфраструктуру в целом, да, жизнеобеспечения, особенно это касается критической инфраструктуры, ТЭЦ, ГРЭС и так далее, должны на пульсе постоянно держать это. У нас, к сожалению, этих регламентов не расписано. Тому пример, пожалуйста, тиксинская история в части возможности размораживания дамбы. Передали дамбу муниципалитету, муниципалитет не побеспокоился о том, чтобы внести в бюджет какие-то работы по восстановлению, промораживанию дамбы, не обратились к органам государственной власти по этому поводу, поэтому, естественно, вот такая ситуация. В части замороженных топлива в виде щепы в Витиме, в виде, значит, замораживания угля и так далее, это как раз халатность. Та, которая без контроля на сегодняшний день в регионе существует. На это нужно обращать внимание. И в первую очередь это должны на это реагировать органы государственной власти, потому что ГУП ЖКХ непосредственно отвечает за жизнеобеспечение в коммунальном хозяйстве именно населенных пунктов, которые находятся у нас за пределами города Якутска. Это город Якутск у нас такой или, скажем, гибридно оснащенный. Есть и муниципальные сети, есть и государственные, есть и частные, есть и Росгидро и так далее и тому подобное. То есть мы сегодня в городе Якутске как более-менее обеспечены. И то не можем справиться с этим. А в регионе, там, значит, в ЛУСах тем более, да, в отдаленных, это, конечно, должно быть расписано. Поэтому мои предложения были в прошлом году, и сейчас мои предложения о том, чтобы провести ревизию, привести в порядок регламенты, разделение обязанностей, зоны ответственности в муниципалитетах и ресурсоснабжающие организации, федеральные, в том числе и Росгидро, должны проводить время от времени обучение. Если вы взяли на себя полномочия и не справляетесь с ним, тогда обучайте людей. Прозвучало в ваших словах наличие некомпетентности среди органов власти. Не говорит ли это о том, что нам необходимы какие-то реформы, изменения в самом управленческом органе? Но опять, если мы вернемся к моему прошлому интервью, в январе, да, это было, я говорил об государственной реформе, административной реформе, муниципальной реформе. Это не говорит, чтобы мы переписывали законы. Соответственно, здесь необходимо проводить семинарную работу, факультативную работу, вебинарную работу, обучать этих людей именно управлением хозяйствующего субъекта. И не надо говорить о том, что у нас должны управлять только политики. Политики должны сидеть в администрации главы республики, политики должны сидеть в Государственном собрании ТУМЭН, в наших органах другой исполнительной власти. На муниципалитете должны быть хозяйственники. А сегодня мы туда уже приводим политиков.
вот эту вот реформу, которая бы дала возможность обучать с муниципалитета хозяйственной деятельности с поселенческого уровня, потом уже выращивая кадровую, проводя работу до уровня государственной власти, тех людей, которые знают инфраструктуру. Поэтому, естественно, люди, которые сегодня приходят в органы государственной власти, которым пишут эти программы здесь, в Якутске, они не должны, или в муниципальной власти, они не должны управлять. Они должны сначала научиться этому. Я за эту как раз реформу, чтобы мы имели компетентные органы власти, начиная с поселенческого уровня. Но если вот от этих проблем на время отвлечься и посмотреть по-другому. Вот нас недавно очень многие якутяне возмутились тем, что в некоем рейтинге блюд салат индигирка занял там одно из худших мест. Вот на ваш взгляд, мы же все радеем за имидж республики, за его продвижение на международном уровне, на всероссийском уровне. Как вы относитесь вообще вот? Несомненно, наш салат индигирка, я был участником рождения этого бренда в глубокие 90-е годы. Иннокентий Евгеньевич Тарбахов представлял, привезенную из одного из наших дальних, по-моему, Булунском Улусе, салат этот, он был гораздо, конечно, проще, нарезанная просто рыба была. И я знаю, как мы с упоением, глядя, на эти приготовления этого салата, думали, что это будет наше национальное блюдо, которое будет в регионе пользоваться успехом. Сегодня я вам скажу, на территории Российской Федерации, если я ошибусь, в половине субъектов уже в меню в ресторанах оно имеется. Про Дальний Восток я вообще молчу. Сибирь. Сегодня в Сибири, начиная от пеледи, байкальской пеледи, и заканчивая красной рыбой во Владивостоке, в Приморье, индигирка уже находится в ресторанах. Московские рестораны индигирку подают сегодня с большим удовольствием и по большой цене. Кстати, замечу вам, в московских ресторанах настоящая северная или наша арктическая индигирка из вчера, из Булунского омуля, из других северных наших арктических территорий. И там действительно достаточно хорошая, свежая рыба. Как они это доставляют, я могу только догадываться. Но тем не менее индигирка, она очень популярна. Если бы она не была на территории Российской Федерации не популярна, или бы мы этот бренд не увидели, что он культивируется уже в других регионах, можно было о чем-то подумать. Но здесь я вам однозначно скажу, это один из вкуснейших национальных продуктов, блюд, и в том числе нашей республики. Я как патриот за индигирку могу это не только поспорить, если надо будет. Но я хочу сказать, что, конечно, глядя на цену, которые сегодня нам подают, и я очень часто в своем микрорайоне 202 прохожу к магазинчикам, где продают вот такую упаковочку, а там буквально 250, может быть, максимум 300 грамм нарезанной индигирки, она стоит 600 рублей. То есть надо полагать, что килограмм где-то в среднем будет стоить 1500, 1800 до 2000 рублей. Это, конечно, готовое мясо, я понимаю, но не такая цена, 2000 рублей килограмм. Не такая цена, которая нам сегодня рыбу нашу северную дает возможность только пробовать на праздники. Замечу, раньше моя семья, мы закупались, мы могли приехать на оптовую базу, закупались на зиму рыбой в большом количестве. Сегодня, чтобы ее купить, ее нет. Ее нет наличия рыбы. Ее не поставляют. Поэтому я хочу сказать, что сегодня работа в части внутреннепищевого обеспечения, продуктового обеспечения, конечно, не ведется качественно. Это нужно отдавать сегодня частникам. Если государство не может это сделать, не ограничивайте частников, не можете построить заводы, у вас не получается производить, доставлять, не препятствуйте, пусть частники займутся, давайте больше квот. Если это свой сельхозтоваропроизводитель или кто добывает рыбу, дайте ему особые условия для работы. Позвольте ему какие-то налогообложения избежать, хотя бы внутреннее, муниципальное. Мы же сегодня ее доставить не можем. Мы ее просто привезти не можем. Систему наши предки хранили в ледниках и очень успешно рыбу. И я вам могу об этом отдельно рассказать, даже в виде семинара, научить, как это делать. И я сейчас это делаю, практикую у себя на Утене, в глухой тайге и тому подобное. Но я хочу сказать о том, что государство должно принимать участие, в первую очередь, вот именно во внутреннем продукте, пищевой промышленности. Оно должно это обеспечивать. Сегодня ценник вырос только из-за того, что мы не можем ее доставить. Она стала дефицитной. Если бы ее было много, поверьте, она бы стоила бы 130 рублей, а не 600-800 и не 1300.
Предлагаю тогда от национальной кухни перейти к кухне политической. Причем в нем заметны такие явления, как очернительство. В последнее время в социальных сетях распространяются видеоролики, в котором вас, и вот в том числе СМИ, в котором я работаю, Якутия-Инфо обвиняет в причастности к неким укробандеровцам и в распространении всякой разной пропаганды антинародной. Как вы к этому относитесь? И к тому, что вас там еще и в прозвищем поминают мебельщик? Ну, мебельщик это, кстати, хорошо, это неплохо, это отдельно, я потом сообщу. Вот. В части фейков, ну, к сожалению, мы сегодня живем в такое время, и фейк, и оскорбление, и клевета, она имеет место быть. И, конечно, это не от силы, скажем, оппонентов и не от этики этих оппонентов, конечно, делается, ну и может быть даже в большей части некоторые вообще руководство и не знает об этом, это делается для того, чтобы угодить. Но я хочу сказать, рано или поздно все равно закончится. Рано или поздно мы обо всем об этом узнаем, кто это делал, какие цели преследовали. Замешивать в ну скажем, в повестку Украины или фашизма такая, это полнейший бред, это полнейшая ложь. Я сын своего народа, моя родословная достаточно глубокая, и весь мой род всегда стоял на защите Отечества, начиная от русско-турецкой войны. Мой пращур уходил в Первая мировая война, в плену был у меня дед, Вторая мировая война, и все об этом знают. И я фамилию своего рода буду нести достойно, как и мои сегодня дети и уже внуки. И те, кто сегодня пытается это сделать, мы с вами очень хорошо, как мы достаточно политизированы с вами и знаем, для чего это делается. Естественно, узнаваемость Владимира Федорова, она достаточно высокая. И степень доверия достаточно высокая. Так вот, в преддверии предвыборной кампании будущей и тому подобное, конечно, некоторым политическим направлениям, политическим системам, может быть, даже партиям выгодна степень доверия, конечно, понизить своего оппонента. Но я считаю, что это совершенно не сработает. Буквально вчера мне поступил звонок с нашего Улуса, моего родного Улуса, Хангаласского. Мне предложили приехать к моим землякам. Значит, я проводил в свое время очень большие там мероприятия, назывались Урекюге. Значит, и весенний период мы это проводили, и они готовы выступить с историей моего рода, рассказать, и они хотят от меня в первую очередь услышать, насколько, ну и как я реагирую на это. Ну, по телефону я успокоил земляков, что это ложь полнейшая, это полнейшая клевета, это, конечно, ну, все рано или поздно закончится. А по поводу мебельщика? Мебельщика. Ну, наверное, это правильно. Правильное такое, может быть, название. Я действительно моя семья занимается мебелью, и я горжусь тем, что мы, наверное, одни из немногих товаропроизводителей. Мебельная фабрика «Виктория» уже работает более 25 лет. Мы начинали с маленького цеха, небольшого, как гаражный цех, делали сначала ремонт мебели, реставрацию, безотходное производство, потом делали мягкую мебель, моделировали сами. И наша мебельная фабрика, которая до сих пор работает, и мы в этом году будем ее улучшать, модернизировать. Нас поставили из-за санкций в такие условия, где наши станки, в общем-то, они европейские. И дорогие станки, мы в свое время покупали немецкие станки, кромочные и раскроечные станки. Они выходят сейчас из строя. Но наши ребята, самоделкины, в общем-то, от природы, со смекалкой, очень хорошими руками, они что-то пытаются сами сделать, исправить. Мы приглашаем там специалистов, которые ремонтируют. И вот таким образом, значит, как-то выкручиваемся. Ну, будем думать, в этом году, может быть, перейдем уже на какого-то российского производителя. Хотя, как бы ни хотели наши, скажем, зарубежные партнеры нас остановить в развитии, этого не получится. Мы даже здесь, на краю земли, в самых трудных условиях будем производить. Мы настолько сильны и уверены в том, в завтрашнем нашем дне, что нас ничего не остановит. Вот наша мебельная фабрика является и символом этого. При всех обстоятельствах самых сложных, при дефолтах, при всяких кризисах экономических там, и так далее, да, и тому подобное, мы все равно выживали и работали. Да, это небольшая рентабельность, но это рабочие места. У нас работают на фабрике наши все земляки. Я горжусь своей фабрикой. Если мои оппоненты хотят называть мебельщиком, я ничего в этом зазорного не вижу. Я действительно мебельщик. Я занимаюсь производством. Опираясь на историю вашего бренда мебельного и на политическую историю,
Вы уже говорили о том, что у вас есть высокий рейтинг доверия. И в связи с этим такой вопрос. Вы ранее, в начале еще прошлого года, в феврале, заявляли о том, что намерены в этом году, в 23-м, баллотироваться на пост Илдархана. Вы от этой идеи не отказались? Ну, давайте вернемся к этому сюжету. Я его, естественно, помню. И отказываться не буду, что это не мои слова. Это был семинар, это был тренинг, где мы должны были представить, скажем, свои проекты и каким-то образом увлечь, значит, аудиторию или публику, значит, за собой. Я, кстати, очень много учусь. Ежегодно у меня проходят какие-то обучающие программы. Я сейчас готовлюсь к новой научной работе, пишу статьи. Кстати, вот у меня на столе здесь находится одна из моих социально-экономических программ, которые я написал для артистской зоны, но она такая модель, она у меня универсальная. Я сейчас скажу, коль вы вопрос задали. И там была такая реплика, что, уважаемая аудитория, если вы хотите, чтобы наша республика развивалась, если вы хотите, чтобы у нас был уровень качества жизни высокий, если вы хотите, чтобы наши дети, внуки оставались в нашей республике и жили в ней в достатке, я вам представляю свою программу социально-экономического развития республики, краткосрочную, на 10 лет. Выбирайте меня, Ильдархана, в будущем, в 2023 году, и мы с вами построим в ближайшие 10 лет процветающую, спокойную, миролюбивую, гармоничную республику, где будут жить улыбающиеся люди. Приблизительно была такая реплика. Так вот, действительно, эта программа у меня есть. Я ее написал достаточно давно. Эта работа у меня получила высокую оценку в Академии при президенте Российской Федерации. Я горжусь тем, что она у меня сделана не на базе теории, а это практическая работа. Работа практическая в описании структуры, как нужно использовать наши территории республики для того, чтобы реализовать свою всю возможность экономики, социалки. Провел глубочайший анализ результатов развития всей территории республики на базе города Якутска и Арктической зоны, где достаточно большая серьезная работа и с изучением жилищного фонда, какое количество у нас, с изучением жилья, вводимого в городе Якутске, и моделированием, сколько нам надо на будущее еще, и так далее и тому подобное, начиная от самых низов, включая социалку, строительство школ, количество школ, насаждений, деревьев, сколько нам населенных пунктов нужно посадить на количество населения и так далее и тому подобное. Это очень большая работа, и она у меня сложена, это дайджест, значит, но она у меня в нескольких прям таких плотных томах. Скажу, что аналитику я брал из свободных источников, но саму модель формировал, конечно, самостоятельно. Так вот. То есть она о развитии. У нас же существует мнение, что республику нужно развивать вахтовым методом. Нет, кстати. То есть невыгодно ее нам самим развивать. Кстати, здесь, в этой работе, указывается как раз стратегическое значение не вахтового метода, а постоянного проживания. Это безопасность. Это государственная безопасность, федеральная безопасность. Как раз в практической зоне я это очень хорошо описал на примере Булунского улуса, а именно порта Тикси. И если в будущем действительно органы государственной власти избрания Ильдархана будет актуальным, но я понимаю, что я, как имеющий пассивное избирательное право, имею полные, значит, возможности участвовать, и в том числе в избрании и участии в выборной кампании на должность Ильдархана Республики Саха-Якутия. Но как человек разумный, то есть понимающий сегодняшнюю ситуацию, государственное устройство, в первую очередь законодательную базу, я считаю, что это теоретически возможно. И все это понимают. Если политики мне зададут этот вопрос, будете ли вы баллотироваться, и я скажу, да, буду баллотироваться, это будет неправдой. Для этого нужна целая инфраструктура, политическая инфраструктура. Первое, это нужна партия. Второе, это должен пройти муниципальный фильтр. Третье, это определенные должны быть пройдены согласования и прочее, которые дадут тебе возможность. Избраться просто вопреки чему-то, это неправильное будет решение. Конечно, можно сделать, как мы уже расчет вели, сделать 12-14 выездных офисов
по главным городам республики, по более крупным, Неринги, Алдан, Мирный, Ленск, город Иркутск там, и так далее, да, собрать подписи, представить их, параллельно ввести предвыборную кампанию, конечно, можно. Постараться. Но сегодня нужно жить в той реальности, в которой мы есть. Вот другой вопрос, чтобы идти не против, а параллельно, помогая этому, это гораздо сложнее кажется. Но на самом деле это выгоднее для всех. Вот я, например, готов свои навыки, вложения, опыт свой, наработки своей программы передать тому и помогать тому человеку, кто будет избираться. Либо пожелает меня, чтобы я был, пожелает, чтобы я был в команде, вот там я, конечно, могу реализовать это все. В реальности, просто по факту. Не с бумаги, а вот именно реализуя ее. В том числе в органах, представительных органов государственной власти. В Государственном собрании ЛТУМН, например. Нам нужна сегодня не только государственная реформа, нам сегодня нужна реформа социально-экономического развития. Все, что у нас есть сегодня на бумаге в органах, представительных органах власти государственных и исполнительной власти в виде документов социально-экономического развития, это уже устаревшие формы. Не надо забывать, что как экономическая, так и политическая ситуация в стране изменилась. И к этим реалиям нужно привязывать. Кстати, часть моей работы как раз и посвящена к той, назовем ее, критической ситуации, где мы должны не просто с деньгами, а без денег работать, с минимальным количеством ресурсов, с максимальным отдачей, эффектом. Вот моя программа закладывается в том, чтобы мы то, что у нас есть, пользовались, минимально прошли от федерального бюджета. То есть хорошо выполнять БКД, когда у тебя 3-4 миллиарда в кармане, осваивать их и потом говорить о том, как ты это используешь. А ты попробуй сам это сделай. С минимальными вложениями федеральными. Или переселить ветхий аварийный фонд 17-го квартала не проектно, а реально. Не на эскизе бумаги, а выполнить. Поэтому я готов участвовать в развитии республики, я готов работать в команде с кем угодно, если будут реализовываться реальные практические задачи, которые будут идти на пользу наших жителей республики.